В эфире телеканала расширенный выпуск новостей «Итоги дня». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о каких событиях мы вам расскажем. Детские и спортивные площадки, а также футбольно-баскетбольное поле. Завершено строительство первого объекта по программе «1000 дворов» на Дальнем Востоке. На протяжении 4 лет Якутия является лидером по количеству участников на Дальнем Востоке. 3 сентября в России состоится День диктанта Победы. Научно-исследовательская лаборатория «Лингвистическая экология Арктики» провела 4-ю экспозиционную поездку. Что предлагают ученые для сохранения родного языка? 8 команд из различных районов республики, в том числе и 2 команды из столичных городских округов. В Якутске прошел тур «Слет поколений Зорница Челлендж». Алданский район в 16-й раз собрал талантливых людей со всей республики. Лучших исполнителей авторской песни отметили на фестивале «Берег дружбы». Подготовка к отопительному сезону в Якутии проходит в штатном режиме. В 11 районах произведен запуск котельных. В жилищный фонд Якутска подадут отопление до 5 сентября. На особом контроле находится вопрос с завозом топливно-энергетических ресурсов. На текущий момент завоз составляет 59,5%. Завоз топлива будет обеспечен до октября. В ближайшие дни отопительный сезон начнется во всех арктических районах республики. В городе Якутске планируется запустить отопительный сезон с 1 сентября. Это социальные объекты, ну и до 5 сентября по всему жилфонду города Якутска. В целом подготовка в республике проходит в штатном режиме. На особом контроле министерства и надзорных органов находятся вопросы, связанные с получением актов и паспортов готовности непосредственно муниципальных образований. В Нижнем Куранахе продолжается строительство жилого дома для работников горнодобывающей компании «Полюс Алдан». Проект реализуется совместно с обществом «Дом РФ» по программе корпоративной аренды. Сдать дом планируют в декабре следующего года. Ход строительства проверил Руслан Павлов. Дом на 35 квартир общей площадью 2000 квадратных метров в итоге получится современным, а к заселению квартиры укомплектуют мебелью и бытовой техникой. Жилье будет передано в аренду компанию «Полюс Алдан» для размещения сотрудников предприятия. Заселение первых жильцов планируется в начале 2024 года. Крайне важно создать максимально комфортно людей для проживания. Не только в рамках того, что они приехали на какой-то короткий период, а настраивать так, чтобы люди всегда хотели приехать и здесь остаться. Арендный проект в Куранахе пилотный и выполняется в рамках долгосрочного сотрудничества общества «Дом РФ» и компании «Полюс». Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, который побывал на строительной площадке, проект очень своевременный, который послужит закреплению местных кадров, а также приглашенных на работу в золотодобывающую компанию специалистов. Было принято это уникальное решение, на самом деле. И, насколько я знаю, такие проекты по линии Дом РФ практически, это одно из самых первых у нас в стране реализуется, когда строятся замечательные новые дома, полностью обставленные, с современной такой уже инфраструктурой, именно для того, чтобы работники, как и молодые, так и уже и опытные профессионалы могли там жить и работать. Очень хороший пример, и уверен, что вот уже в следующем году, когда эти дома будут сданы, этому примеру последуют и другие компании, не только в Якутии, но и в других регионах страны. На сегодняшний день коробка дома выведена под крышу. Работы ведутся как снаружи, так и внутри сооружения. До морозов планируется создать тепловой контур, чтобы зимой вести внутренние работы. Кроме того, в ближайшее время будет заложен фундамент следующего многоквартирного дома для золотодобытчиков. Реализация таких проектов важна по ряду причин, отмечают в «Полюс Алдан». Во-первых, предприятие оптимизирует расходы на обеспечение комфортным жильем своих сотрудников. Во-вторых, позволяет предприятию привлекать и сохранять необходимые высококвалифицированные кадры, что в нынешних реалиях особенно актуально. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алданский район, поселок Нижний Куранах.
А в Якутске завершили строительство первого объекта по программе «1000 дворов» на Дальнем Востоке. Одним из первых его оценили жители улиц Крупской 21, 23 и Чекалова 1. Здесь по федеральной программе появились детские и спортивные площадки, а также футбольно-баскетбольное поле. Готовность этого и других объектов сегодня проверил первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков. Одним из замечаний стало то, что есть отставание по покраске фасадов прилегающих зданий, а также замене мусорных контейнеров. Есть уже практически завершенные объекты. Основная сейчас находится на стадии завершения. Есть некоторые проблемы по отставанию. Например, мы сейчас только что были в Хатасах. Есть некоторые отставания по срокам. Но поскольку очень крупные контракты в городе Якутске, 75 дворовых территорий, всего 3 подрядчика, немножко у нас отставание, например, КИН-95 показывает. Они перекидывают сейчас всю технику, рабочую силу с других объектов уже на те дворы, которые только пошли в работу. В Якутском республиканском онкологическом диспансере установили новый маммограф. Аппарат поступил в рамках нацпроекта здравоохранения. Это первый российский цифровой маммограф с функцией томосинтеза и биопсии. Он позволит повысить уровень диагностики онкологических заболеваний молочных желез. Подробности далее. Врачи Центра лучевой диагностики по достоинству оценили новый маммографический комплекс МТЛ «Мамма-5МТ». Первый российский цифровой маммограф с функцией томосинтеза и биопсии. Благодаря его высокой точности, удобству при работе в различных проекциях, достигается улучшение дифференциальной диагностики заболеваний молочной железы и достигается снижение количества необоснованных направлений на инвазивные исследования, а также ложноположительных диагнозов. Новый аппарат имеет функцию томосинтеза и биопсии, то есть он делает снимки со всех сторон и с высокой точностью определяет местоположение и размер образования. Затем он с такой же высокой точностью нацеливает биопсийную приставку на образование, и уже врач под рентген-контролем делает биопсию. То есть врачи рентген-хирургии, они уже могут делать биопсии именно на рентген-аппарате, то есть опухолевые образования, которые не видны ни пальпаторно, ни при ультразвуковой диагностике, уже могут делать именно на рентген-аппарате. Если старые аналоги позволяли рассмотреть образование только с 2 разрезов, то новый аппарат делает 30 снимков в разрезе через каждый сантиметр. Это позволяет докторам просмотреть образование со всех углов и в мельчайших подробностях. Благодаря появлению этого нового аппарата с новыми функциями мы можем выявлять уже раки молочной железы именно на 1-й и 2-й стадии, то есть на ранних стадиях. Статистика заболеваний раком молочной железы неуклонно растет. Известно, что главную роль в успешном лечении играет выявление онкологии на ранней стадии. Как отмечают специалисты, полное выздоровление при условии ранней диагностики встречается в 90% случаев. Записаться на прием к врачу и пройти обследование может каждый. Для этого нужно ввести в поисковике onkopoisk.saha.rf и зарегистрироваться. Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск. Досрочное голосование в Ленском районе стартует с 31 августа. Уважительной причиной для него послужит командировка, отпуск, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных занятий, состояние здоровья. Выборы в Ленском районе проходят в единый день голосования 11 сентября. Граждане избирают глав города, района, 6 наслегов, а также депутатов представительных органов муниципальных образований города и поселений. Участковые избирательные комиссии у нас 34 участка и 34 участковых избирательных комиссий их будет на территории Ленского района. Они начнут работать с 31 августа. И с 31 августа начинается досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий. Также предусмотрено досрочное голосование в отдаленной местности. Это для тех избирателей, которые живут в населенных пунктах, где нет избирательных участков. Это у нас 2 таких населенных пункта на территории – Инялы и Хамра. А также вахтовые поселки – это Талакан и Чинда. Порядка 8 миллионов рублей собрали предприятия Якутии для бойцов ЛНР и ДНР. На эти деньги закупили качественное и дорогое оборудование. Это ноутбуки, планшеты, прицелы и квадрокоптеры с тепловизором и ночным видением, которыми можно управлять на расстоянии до 9 километров. Помимо этого, местные мастера подготовили 40 якутских ножей для бойцов из нашей республики, которые участвуют в СВО. В ближайшее время все это отправится в ЛНР, ДНР и наши подразделения. Отметим,
Напомним, что Народный фронт по всей России собрал более 80 миллионов рублей для ДНР и ЛНР. Якутия – это часть нашей страны, часть нашей огромной родины. Наши воины тоже сражались и в Великую Отечественную войну, и на Японской, до окончания самой войны. И гражданские люди тоже во время войны отдавали все, весь свой труд, самоотверженность и все, чтобы наша страна победила, наша Родина победила. В Якутии кормозаготовительная работа продолжается. Всего на сезон было запланировано 443 тысячи тонн сена. По оперативным данным, заготовлено около 70% от общего плана. Силоса заготовлено 14 тысяч тонн, сенажа 4 тысячи. Сложная ситуация складывается в Кобяйском, Вилюйском и Горном районах. Лидерами в кормозаготовительной кампании являются Амгинский, Намский и Хангаласский районы. Силами сформированных мобильных бригад рассчитывают заготовить около 45 тысяч тонн. По объективным причинам есть отставание от прошлого года. Оно составляет 3000 тонн. Ну, это из-за того, что в основном 10 тысяч тонн не заготовлены в Вилюйском улусе по отношению к прошлогоднему году. Есть большое отставание по Кобяйскому улусу. Верхневилюйский улус и Мегино-Кангаласский улус, они отстают на 2000, ну, по 2000 тонн сена. К слову говоря, в бюджете республики предусмотрены выплаты мобильным бригадам, которые заготавливают сено на отдаленных участках. Как отметил Айсен Николаев, всем пострадавшим районам, это ряд Вилюйских, Верхоянский и Кобяйский, принято решение о создании мобильных бригад. Они должны заготовить 55 тысяч тонн сена. Доплата из республиканского бюджета будет. Решение принято о 80 миллионах рублей. 3 сентября в России состоится День диктанта Победы. Вот уже 4 года наша республика является лидером по количеству участников на Дальнем Востоке. Диктант, как всегда, пройдет в виде теста из 25 вопросов. На выполнение задания будет отведено 45 минут. В этом году в республике подготовлено 655 основных площадок и 74 резервные. Диктант можно будет написать в библиотеках, клубах, домах культуры, а также в поликлиниках и больницах. Кроме того, можно пройти испытания и в онлайн-формате. На сегодняшний день заявки на участие в диктанте подали более 3000 якутян. Зарегистрироваться на диктант Победы можно через сайт диктантпобеды.рф. Мы, Республика Саха-Якутия, помним, чтим память о воинах, героях Великой Отечественной войны и понимаем, что уважительное отношение к истории – это передача ответственности молодому поколению, истории нашей страны, истории республики. Это важно сегодня. Подготовка к школе не за горами. С начала работы традиционного школьного базара в этом году на Комсомольской площади было развернуто более 140 палаток. По словам предпринимателей, если в первые дни работы цены были повышены, то сейчас наоборот, цены снизили. Также действуют скидки на определенные виды товаров. Также продолжает действовать благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Напомним, любой желающий может внести свой личный вклад. Собранные школьные принадлежности передадут школьникам из многодетных семей. На данный момент я приобрела только канцелярию и немного вещей. Это вот единственное. Как я готовлюсь в школе, это знакомлюсь с новыми своими одноклассниками, потому что пришла в 10 класс. На самом деле хорошее место, здесь много чего можно найти. И, в принципе, каждый, кто захочет что-то найти, найдет что-то. Так что вполне хорошее. Научно-исследовательская лаборатория «Лингвистическая экология Арктики» провела 4-ю экспедиционную поездку, целью которой является изучение языка народов Крайнего Севера. С 12 по 20 августа специалисты организовали экспедицию на территории Алекминского района и выявили изменения языковой среды. Что предлагают ученые для сохранения родного языка, узнавала Галина Чекурова. Алекминский район является местом компактного проживания эвенков. Здесь ученые обнаружили проблемы в сохранении эвенкийского языка, так как произошло смешение культур из заграничащих рядом 3 районов. Именно поэтому жители, а в особенности дети, говорят на якутском и русском языке намного больше и лучше, чем на эвенкийском.
В 6 населенных пунктах Алекминского района в целях изучения объективной оценки языковой ситуации были проведены различные методики Леноры Гренобль, которая является ведущим международным экспертом в области исчезающих языков, а также руководителем научно-исследовательской лаборатории. С детьми, допустим, провели такой эксперимент. Допустим, мы им показываем мультик, короткий мультик. Посмотрев этот мультик, ребенок комментирует, ребенок пересказывает, что было увидено, да, что было просмотрено. Тем самым в комментариях детей мы видим как раз-таки языковой сдвиг. Насколько хорошо ребенок владеет либо не владеет своим родным языком. Таким образом, при помощи проведенных исследований ученым удалось определить факторы, которые повлияли на изменения в языковой среде малочисленных народов Севера. В ходе беседы с респондентами поняли, что все-таки, особенно для молодого поколения, большой урон в языке играет именно интернет. Вот именно в тех населенных пунктах, где интернета нет, да, там дети свободно владеют родным языком. Якутским языком в частности. Сотрудниками также были предложены варианты для улучшения ситуации с владением и изучением языка. Создание многочисленного контента на языках народов Севера. В интернете, в любом гаджетах. Да? И, конечно, это в любом случае надо начать с семьи, где воспитываются дети, чтобы семья, родители понимали всю важность проблемы и прививали детей к родному языку. Как отмечают специалисты, первостепенной задачей не только исследователей, но и всех людей заключается в сохранении языка и культуры, так как без них народ не может существовать. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. В Якутске на базе кадетской школы прошел турслет поколений «Зорница Челлендж». Участие в нем приняли 8 команд из различных районов республики, в том числе и 2 команды из столичных городских округов. Мероприятие стало возможным благодаря средствам гранта главы республики. На турслете побывал и мой коллега Александр Хавренко. Обустроить палатку, пройти полосу препятствий и приготовить самый вкусный походный бутерброд. Такие, казалось бы, не очень сложные задания предстояло выполнить участникам турслета «Зорница Челлендж». Но самое главное здесь, конечно же, не победа. Самое главное – связь поколений. Туристический слет проводится уже в 3-й раз. В этом году в нем приняли участие 8 команд из районов республики и 2 столичных городских округов. В этом году организаторы решили немного изменить формат и наряду с представителями старшего поколения пригласить на него молодежь. Мы решили, что в команде из 8 человек 4 человека это будут люди старше 55 и до 70 лет, и 4 человека это молодежь до 35 лет. Я пообщалась с делегацией Хангаласского района, Горного района, Мегино-Кангаласского района, и они говорят, что именно такие составы команды очень актуальны, да, и, в общем-то, молодежь совсем по-другому, наверное, смотрит на свое старшее поколение, и я думаю, что эту тему нам вообще надо развивать. Молодые люди с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в слете. Для многих из них это первый подобный опыт, и упустить шанс поучаствовать в мероприятии и пообщаться с представителями старшего поколения никто не отказался. Это мой первый опыт, я приехала первый раз. Мне очень нравится, что здесь есть 2 поколения, и это очень сплочает народ. Бегали по препятствиям и стреляли, и также бросали гранаты. Интересно тут полевые сборы, военно-патриотическая вайб такой. Конечно, всем рекомендую сюда приходить, потому что это, во-первых, опыт, то, что в таких условиях жить можно. И, во-первых, это знакомства новые, новые ощущения, новые эмоции. Для старшего поколения «Зорница Челлендж» – это возможность хоть ненадолго вернуться во времена своей молодости, вновь почувствовать себя студентами и студентками, а заодно и поближе познакомиться с современной молодежью. Мы каждое утро занимаемся скандинавской ходьбой. Группа наша Сардана, Портовская. И там мне, соответственно, пригласили поучаствовать в этом мероприятии. И в основном-то у нас много женщин, они в основном, с этой группы тоже. Молодость вспомнили. Раньше-то в наше время тоже эта зорница, она была, участвовали в этих играх. Это мероприятия, они полезны, они воспитывают какой-то патриотический, молодежи дух, так это самое. В наше время оно как-то было поставлено, сейчас маленько вроде как
опять возрождается потихоньку. На вопрос, нужны ли подобные мероприятия, и стар, и млад в один голос ответили, что, конечно, нужны. И чем чаще представители разных поколений будут общаться и проводить вместе время, тем лучше будут понимать друг друга. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Лучших исполнителей авторской песни отметили на фестивале «Берег дружбы». Алданский район уже в 16-й раз собирает талантливых людей со всей республики. В этот раз в программу вошли не только большие фестивальные концерты, но и шахматный фестиваль с личным первенством. Республиканский фестиваль авторской песни «Берег дружбы» уже стал местом встречи старых друзей и пьедесталом для восхождения новых звездочек. Привлекателен тем, что приезжают те люди, которые на протяжении многих лет приезжают. 16 лет фестивалю было в этом году, 2022 году, да? И 16 лет приезжают очень интересные, маститые барды. Ну, во-первых, это члены жюри. Концертная программа 16-го фестиваля удивила своим разнообразием. Здесь и северная песня, дуэты, авторы и исполнители, ансамбли, а также поэзия. Кроме этого, специальная детская игровая программа и выставка изделий декоративно-прикладного искусства. Вы знаете, окунулась в детство, в юность, как будто в пионерлагерь попала. Вот этот костюр, погода. Это было такое ощущение молодости. Нерюнгринские исполнители, как самая многочисленная команда, каждый год принимают участие в фестивале, завоевывая звания лауреатов и любовь зрителей. У фестиваля «Берег дружбы», казалось бы, нет географических границ и возраста. За 16 лет сложились свои традиции. В этом году заявки на участие подали 66 человек. Члены жюри отметили, что работа на отборочных площадках была нелегкой, но принесла удовольствие от роста уровня мастерства участников. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Воспитанники лагеря «Орленок» поделились своими воспоминаниями. На протяжении 60 лет каждое лето в лагере отдыхают более 500 ребят из Алмазного края и соседних районов. Подробности далее. 1962 год. Виктор Тихонов с первыми воспитанниками «Орленка». Место для лагеря на берегу Батобии первый директор треста «Якут-Алмаз» выбирал лично. Тогда, в 60-х, дети жили в палатках, а воду для нужд лагеря возили на лошадях. Спустя 6 десятилетий «Орленок» – место, где летние каникулы мирницы проводят поколениями. Наталья Гусейнова не раз отдыхала в лагере еще на берегу Батобии. Годы спустя ее дочь также воспитанница «Орленка». Атмосфера была такая же, веселая. Мы все очень были дружны. У меня осталось даже много друзей, кто со мной был тогда в «Орленке». Вот, я помню свое детство, с удовольствием вспоминаю. И когда сюда приезжаю, каждый раз какая-то такая ностальгия светлая. Светлая ностальгия по «Орленку» у тысяч мирнинских детей. На протяжении 60 лет каждое лето в лагере отдыхают более 500 ребят из Алмазного края и соседних улусов. Директор культурно-спортивного комплекса Матрена Скрябина также была воспитанницей лагеря. Лагерь был совсем не такой, потому что эти корпуса, которые мы видим, были построены управлением капитального строительства в 2000 году. Вот то, что мы видим, вот эти красивые, замечательные корпуса с красными крышами, это постройка 2000 года. Лагерь, конечно, был другой, но я знаю, что был большой дом культуры, тоже был стадион, но тогда еще не было забора, вот в чем было большое отличие. И мы ходили с вожатыми купаться на речку, и у нас даже было самое яркое воспоминание – это поход с ночевкой в лес. От палаток до благоустроенных корпусов изменился лагерь за долгие 60 лет. Продолжает меняться и сейчас. В планах освоить земельный участок рядом с лагерем. Там проложат дорожки, чтобы дети могли кататься на велосипедах, самокатах, учиться правилам дорожного движения. Хотел бы, чтобы «Орленок» дальше процветал. И для нас, наверное, отношение компании к детям в целом и детям Мирнинского района – это, наверное, некий показатель нашей всей социальной политики. Вместе с юбилеем в лагере отметили окончание 3-го сезона, последнего в этом году. Анна Винокурова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». На этом у нас все новости. Всего доброго.